Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в селе Выльгард на полях. И здесь мы начали строительство нового дома. Посмотрите, какой шикарный. Это дом 8×8, вот с такой террасой. Только стартанули этот объект. Сейчас покажу, какой фундамент, как мы его скрепляли. Покажу обвязку, наши узловые элементы. Покажу качество пиломатериала. Покажу весь процесс работы. Вперед! У нас свайно-винтовой фундамент, классика жанра. Посмотрите, как внутри мы скрепили сами сваи с обвязкой бруса. Это видно. То есть у нас на глухарях все. Здесь между оголовником металлическим и брусом еще мы уложили гидроизоляционный слой рубероид. Для защиты, чтобы брус нижний не гнил. Брус, посмотрите, как застыкован. Четко по центру сваи. И на ребро, не в лапу горизонтально, потому что там идет, вот здесь трескается, это даже видно. То есть здесь чаще всего делают лапу, то есть ослабляют. Еще плюс трескается, и обвязка становится слабой. И вот на эту слабую обвязку и возводят дом. Мы так не делаем, мы делаем все вертикально. Посудите, рука как более прочнее будет, когда она горизонтально, посмотрите, какой упор, или когда вертикально. Но это же логично, что когда вертикально, нагрузки держит лучше. Понимаете, почему мы применили данный способ крепления обвязки? Идем дальше. Этот брус 200×200, мощный, надежный. Каждое соединение по данному брусу идет четко по центру сваи. Вот посмотрите. Вот идет следующее крепление. Видите? Оно должно быть четко по оголовнику, по центру. Та же история. Тоже крепление. Сейчас рандомно иду вообще в другую сторону, хаотично. Вот та же история. Это очень важно понимать, чтобы везде была одна история. Чтобы четко было на свае. Все, не в воздухе, потому что бывает, крепление делают в воздухе. Это первое. То есть данный брус принимает в себя всю нагрузку дома, всю нагрузку лак половых, и дальше передает эту нагрузку на сваи, которые в свою очередь передают на грунт. Все должно быть равномерно. Ну, в нашем случае так, тут все четко. Везде, как видите, есть рубероид. Все, ну и брус, обратите, какой. Несмотря на то, что это брус большого сечения, брус 200×200, обзола вы практически не увидите. Это наше отношение к вам. То есть мы отбираем, мы привозим его. Действительно, первый и второй сорт. Я хочу, чтобы вы это отметили. Видите, какой пиломатериал свежий, красивый. Я потом более детально его покажу. Вы увидите, что там практически нет обзола. Первый и второй сорт. Все для вас. На рынке вы такой не увидите. На пилорамах не увидите. Отборный. Это я вот так на камеру говорю. Я знаю, что я говорю. Так, идем дальше. Второй обвязочный брус тоже 150×200. Зачем такого большого сечения? А зачем? Кто догадается? А я расскажу. Мы туда впиливаем вот такие большие лаги.
сечением тоже 20 сантиметров, понимаете? 20-ка. Эти лаги не прогибаются на длину пролета в 4,5 метра. Можно, конечно, удешевить, поколдовать, да, с ценой, чтобы как-то расположить к себе заказчика и удешевлять технологию строительства. Легко просто, легко на радость. Кто-то этим и занимается. Не знаю, даже вопросы такие не стоят, чтобы где-то что-то сэкономить для вас. Изначально на стадии проектирования, консультирования, чтобы вы лишь бы подписали договор. Нет, конечно. То есть мы предлагаем изначально все круто. У нас хорошая обвязка, нижний венец. Вторая обвязка мощная, тоже хорошая. Никакой экономии. Мощные лаги, серьезные, которые не прогибаются. И еще один плюс, вы можете утеплить пол 20 сантиметрами базальтового утеплителя. 20 сантиметров сделать минимум, это же тоже круто, когда ноги в тепле. Это же замечательно, это прекрасно. Обращаю внимание на наши узловые элементы. Посмотрите. Видите? Все четко. Посмотрите, все четко, все аккуратно, все под карандашик. Посмотрите, как все аккуратно. Мы сначала чертим карандашиком, потом делаем распиловку. Прекрасно, прекрасно. Шаг между лагами 580, примерно 590 миллиметров уже под утеплитель, чтобы легче было утеплять. Ну и во всех угловых соединениях мы делаем вот такие скобы, чтобы стены еще не расходились. Это мы делаем по первому венцу, по половому, дальше по половому межэтажному перекрытию. И где у нас кровля идет, последний венец, вот этот маурлат, там еще. То есть мы еще дополнительно все скрепляем вот такими мощными строительными скобами. Кроме того, мы применяем очень много крепежных элементов. Сейчас покажу, вон там светится, видите? Это усиленные уголки, скрепленные нам саморезами и глухарями вот такого диаметра. Везде, везде на всех наших объектах вы увидите одно и то же, потому что это стандарт, наши отношения, наш стандарт, с которым мы работаем. Мы привозим сюда все коробками, нормально работаем, нормально все скрепляем, потому что это основа, это тот костяк, тот скелет, можно сказать, да, как у человека, на который уже отделка коммуникации, как мясо, просто прикрепляется. И насколько качественно была сделана эта работа, насколько сделан качественно данный скелет, будет качественен дом. И уютен, и безгеморроен, и приносить вам одну радость, а не горе. Мы же не для этого строим дом, чтобы кайфовать, чтобы быть счастливыми, счастливее. Смотрите, крепежку продолжим. Вон сколько крепежных элементов, как все скреплено. Я хочу сказать, дорогие наши заказчики, наш непосредственный заказчик, вот эту работу вы сейчас уже не увидите, потому что мы сейчас это все скроем следующим брусом. Это все скрытые работы. Я считаю, вы должны знать, потому что мы делаем эти работы, но вы их не видите, понимаете? Другие не делают, и вы не видите, а мы делаем, и вы тоже не видите. Но это тоже неправильно. Надо показать, чтобы вы видели. Мы же производим, мы стараемся, что ваши деньги идут на дело. Классно. Классно идет работа. Вот так подгоняем щепочками, чтобы было все идеально. Обратите внимание, что тоже есть следы от карандаша. Сначала чертим, все пилим. Все прекрасно, все прекрасно. Перехожу к пиломатериалу. Как вам эта красота? Смотрите, какой свежий, красивый. Любая куча. Посмотрите, свежак. Просто со всех сторон. Красота, красота, красота. Обратите внимание, какой пиломатериал. Первый, второй сорт, свежак. Обзола практически нет. Хорошая геометрия. Понимаете, какой пиломатериал. Все кучи. Сейчас повыше поднимусь. Видите, да? Какой пиломатериал мы привозим на ваши объекты. Шикарный. И это не круглый, не обзолистый, не какой-то там с плохой геометрией ромбовидный. Нет. Прекраснейший пиломатериал, с которого очень легко и кайфово строить нам как строителям. И он эстетически приятен. Шикарно. Шикарно выглядит. Согласитесь. Прекрасно. Прекрасно. Вот хочу более детально показать, как идет устройство лак половых.
Видите, идут лаги с шагом нужным. Потом процесс утепления будет прост для вас. Вы берете просто снизу, натягиваете пленку, потом с шагом в 15 сантиметров примерно набиваете доску снизу. А с внутренней стороны просто укладываете маты. Слегка маты, где необходимо, подрезаете, чтобы было плотненько-плотненько. И все укладываете в шахматном порядке. Потом опять пленка пароизоляционная. Потом пошла фанерная лага, потом уже фанера. То есть все абсолютно просто. Мы уже заранее упрощаем вам жизнь. Вот так, чтобы в дальнейшем вам легче было утеплять. А если не хотите, вы знаете, куда обратиться. Мы с радостью вам поможем. Данный объем работ, вот эти 2 венца, плюс устройство половых лаг, плюс приемка пиломатериала, видите, да, 5 рабочих дней. Мощно работаем. То есть объем есть, работа идет. Посмотрите, какая стыковка половых лаг. Шикарно, да? Четко-четко. Ну, на геля, конечно же, везде все четко, все аккуратно. Видите, какой узловой элемент. Чертим, пилим. Все четко, все аккуратно. Нравится, нравится. И на геля, конечно же, с каждой стороны углового соединения. А вот стыковка по длине. Обратите внимание, тоже на геля с 2 сторон. И какая плотная стыковка. Шикарно. Мне нравится. Мне нравится, как идет работа. Я думаю, нравится и вам. Есть на что посмотреть, что оценить. И если вы строите вдруг сами, где-то вдохновиться и почерпнуть информацию, да, как надо эту работу делать. Обратите внимание, как был сделан шикарно пропил. Посмотрите. Четко по карандашик. Видите, мы изначально чертим, потом пилим. Видите, да? Видите? Где четко была разметка, там и сделан пропил. Все очень аккуратно. Аккуратно. Видите, да, как идет карандаш. Идем в другое место. Здесь можно посмотреть. Все аккуратно тут. И здесь четко под карандашик тоже. Понимаете, да? И вот здесь тоже все аккуратно. Нет рваного какого-то пропила. Даже если присмотреться, вы увидите, что здесь черненькое, видите, чуть-чуть есть. Чернота, это след от карандаша. То есть пропил был сделан четко по карандашу. Шикарно.
Поэтому у нас и стыковка идет такая плотная вообще в притирку, что приходится даже в некоторых случаях конопатить. То есть это уже профессионализм, это уровень, когда идет профессиональный четкий пропил деталей. Потому что у цепи, по сути, есть люфт, у шины есть люфт, у самой бензопилы, у ручки тоже есть люфт, у руки человеческой есть люфт, а пропил четкий. Понимаете, да? Четкий. Он хочет пить. Очень даже. Посмотрите, какой проект дома, какой дом будет. Давайте покажу первый этаж. Вот план первого этажа. Посмотрите, как он выглядит. Мы заходим на тамбур. У нас рядышком котельное помещение. Очень удобно, шикарно. Видите, грязь не тащим в дом все сразу. Рядышком санузел и здесь кухня. Посмотрите, коммуникации пойдут по одной линии. Это тоже очень удобно, практично. Холл, чистая зона, санузел в чистой зоне. И вот здесь спальня. Круто, круто. Поднимаемся вот по лестнице на второй этаж. Поднимаемся по лестнице. Здесь идет второй санузел. Большая спальня и еще одна спальня. Очень интересно. Некоторые заказчики предпочитают делать 3 спальни. Раз, два, три. Здесь бы немножко скошенные стены бы сделали. Было бы 3 спальни. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, вы знаете, куда обращаться. Это компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, все вам предоставим. Вы идете домой. Думать, будем рады, если выберете нас. Будем рады построить дом вашей мечты. Все, до встречи на консультации. Пока.